вами практически уже 2 часа. Я думаю, для того, чтобы не тянуть время, мы, наверное, уже начнем. Значит, народ будет подтягиваться, понятно. Начало нашего сегодняшнего мероприятия, подведение итогов воркшопа «Благоустройство дворовых территорий» назначено на 2 часа. Значит, проходите, да, пожалуйста. Некоторые у нас уже и студенты немножечко задерживаются. Давайте я предлагаю начать прямо вот с тех, кто подошел, чтобы не тянуть. Значит, в нашем воркшопе прорабатывается 28 дворовых территорий силами, значит, студентов, которые обучаются на кафедре архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета. Значит, работа изначально была нацелена на так называемое соучаствующее проектирование. То есть задача студентов была выйти с жителями города на контакт вместе с представителями территориальных управ, которые осуществляют эту связь, значит, жителей, проектировщиков. И вот сейчас задача ребят помочь окружной администрации, значит, в разработке дизайн-проектов. Я уже не раз говорила, что, к сожалению, средств на разработку дизайн-проектов у нас в этом году выделено крайне мало, вот, а желающих участвовать крайне много. Значит, на сегодня сколько наших дворов потенциальные? 140. Ну, практически более чем 130 дворов потенциально желают участвовать в этом проекте. Сумма у нас составляет, как вы помните, 141 миллион федеральных средств. Из них 94 миллиона будет выделено на дворовые территории. И плюс где-то порядка 60 миллионов у нас есть из муниципальных средств. Ну, общая сумма где-то составит 150 миллионов, да, ориентировочно на дворовые территории. Вот. Ну, может быть, чуть больше. Вот. И понятно, что на такую сумму мы, вот если просто прикинуть там 130 дворов и 130 миллионов, всего лишь по миллиону на двор, что можно сделать? Ничего. Практически ничего. Поэтому члены общественной комиссии, сейчас перед ними стоит очень большая трудная задача отобрать дворы, по которым наиболее активность проявили сами жители города. То есть сегодня федеральный проект гласит о том, что приоритетными должны стать те дворы, в которых жители сегодня готовы соучаствовать, готовы принимать трудовое участие, готовы принимать финансовое участие. И жители друг с другом очень сплоченные, готовы выйти. Вот. Более того, у жителей должен быть очень хороший запрос. То есть вот сейчас дизайн-проекты как раз покажут, у каких жителей нашего города, в каких дворах запрос более высокий, чем, например, в других дворах. Или наоборот, есть очень пассивные жители, которые говорят: да, муниципалитет пусть делает, есть деньги, пусть делают. Вот. Значит, отбираться будут именно те дворы, в которых активных жителей будет больше. В критериях отбора дворовых территорий, если, значит, кто не в курсе, в первую очередь это синхронизация с программой фонда капитального ремонта. Если во дворе есть хотя бы один двор, который в этом году вошел в эту программу, это уже плюс. Если в прошлом году был дом, произведен ремонт по этому фонду, или в следующем году, намечается тоже плюс. Вторым критерием является, значит, готовность самих дворовых территорий к этому проекту. Значит, в этом критерии у нас в первую очередь это то, что уже проработаны территории, предварительно подсчитаны сметы через наш департамент жилищно-коммунального хозяйства. Мы все-таки, понимая, что эти федеральные деньги же в этом году только пришли, вот, а город все-таки работал и планировал 80 миллионов в этом году выделить на дворы. По ним уже разработана проектно-сметная документация, то есть там, где есть уже готовые документы, и в том числе по тем дворам, по которым жители сами вышли, вместе приняли участие, значит, вот, в разработке дизайн-проектов, это тоже очень хороший, важный критерий. Вот. Также, значит, в критериях будет учитываться количество благополучателей, то есть чем больше жителей проживает в каком-то дворе, тем более приоритетным будет двор. Ну и мы понимаем, что в итоге, значит, вот этого всего отбора в программу попадут в среднем, если мы так прикинули, по 3,5 миллиона на двор, ну, порядка там максимум 30 дворов. Вот. Плюс наши муниципальные деньги, 40 дворов максимум, да, что мы сможем сделать в этом году. Поэтому это практически конкурс, это на самом деле очень даже интересно, то есть чем лучше жители себя проявят, тем вероятнее, что они попадут в эту программу. Как только, значит, дворы попадут в эту программу, не нужно переживать тем жителям, которые не попадут в этом году, потому что программа рассчитана на 5 лет. Если не в этом году, то 18, 19, 20, 21, 22 год
Программа федеральная, рассчитана на 5 лет, и мы за эти 5 лет просто как обязаны благоустроить все, абсолютно все дворы в нашем городе до такого состояния, чтобы мы могли прочувствовать комфорт действительно и, как сказать, что город о нас заботится, а мы заботимся о своих дворах и о нашем городе. Вот. Ну и разрешите приступить, наверное. Значит, сегодня на воркшоп у нас, как я уже сказала, вынесено 28 проектов. Значит, каким образом мы поступим? Проектов много, поэтому регламент выступления, ребята, для студентов, всего 2 минуты. За 2 минуты вы должны презентовать свой проект. Не надо останавливаться на современном использовании территории. Понятно, что вы его анализировали, что вы смотрели с жителями. И просто в задании, в самое главное, это проанализировать территорию, выйти к жителям и проработать так, чтобы проект уже был наиболее удобен, наиболее функционален. И у жителей стояла задача выбрать, что наиболее приоритетно. Вот сегодня с утра мы с Алексеем Сергеевичем были на объезде. Например, некоторые дворы говорят, а давайте мы будем лучше делать парковки, чем детские площадки. Это волеизъявление жителей. Если хотят жители парковку, все, будем делать парковку. Браво! Если, значит, жители говорят, будем хотеть дворы, детские площадки, спортивные площадки, а вот сегодня мы выезжали на Бестужево-Марлинского, люди говорят, оставьте нам наши площадки, будем делать площадки. То есть вот желание жителей – это первостепенная основа нашего проекта. Поэтому давайте приступим. Значит, автодорожный округ. Было 2 адреса. Есть ребята, кто по автодорожному округу подошел? Готовы уже выступать? Приглашаем. Значит, представляемся коротко, разработчик. 2 минуты ровно вам даются на презентацию. Значит, как мы поступим? Мы рассмотрим проекты, и сразу, если есть вопросы, можно сразу разработчику задавать вопросы. Хорошо? Вот. Сегодня оценку этих проектов мы, собственно говоря, сильно делать не будем. Вот. Но итог какой этой работы? Значит, задача жителей согласовать этот проект. Если этот проект жителей не устраивает, мы этот проект не примем. То есть первая задача, чтобы жители приняли этот проект. То есть вы должны теперь в своих группах, например, WhatsApp-группы, еще что-то создали, да, жители, эти проекты сразу направлять, получать какие-то замечания, доработки, если необходимо. Затем мы должны будем рассчитать смету, вот, и уже при отборе, например, как сказать, кстати говоря, не надо путать, что при отборе общественной комиссии этих дворов прямо вот обязательно наличие уже сметы. Самое главное, что дизайн-проект какой-то есть уже. Это уже хорошо. А дальше общественная комиссия тоже будет думать, какую сумму выделить этому двору, какую этому. Хотя бы предварительная сметная стоимость, она должна быть. Вот. Ну и понятно, если, например, мы сегодня видим в автодорожном округе двор посчитали 22 миллиона, 5 домов, да? Сегодня мы были на Бестужево-Марлинского, там ориентировочно 15 миллионов сумма. Мы начинаем понимать, что это практически тупиковая ситуация. Поэтому будем отбирать. Так, разрешите приступить, давайте представляемся и рассказываем. Так, всем здравствуйте, меня зовут Алексеев Максим. Я разработал эскизный проект благоустройства двора между домами Крупской 21 и Чкалова 1. Начнем, где расположен. Как видите, здесь на улице Чкалова, между этими домами есть сегодняшнее состояние у него. Вот, на фотографиях сами видите. И я выявил вот такие вот проблемы. Это проезды и парковки для машин нету, детская площадка и футбольное поле, водоотведение очень плохое, освещение практически отсутствует, и отсутствует скамеек во дворе, и водопроводные и кондиционные люки, и обшарпанные фасады зданий. Так, это первый вариант, который я предложил жителям. Сделал проезды и парковки на 36 машин. Жители хотели 40 машин, получилось на 36. Так, дальше. И здесь показал дома и трубы. Дальше сделал тротуар и детскую и спортивную площадку. На самом деле здесь практически большая половина этих площадок была футбольное поле, и жители хотели их убрать. Я убрал эти площадки и поставил детскую и спортивную площадку вместо футбольной одной. И с левой стороны сделал парковку.
Ага, следующее. Ну и озеленение, как бы, ну, по минимуму. И скамеек на 18 штук. Следующее. Ну и вот визуализация примерно. Видите, в фотографиях. Ага, следующее. Следующее. И этот проект именно мне понравился, как бы. Еще был переделан другой вариант уже с составлением этого футбольного поля и более доработанной детской площадки и с озеленением уже с левой стороны. И жители сами хотели уже поменьше парковок и, ну, чтобы все для детей было. Ага, следующий. Ну и здесь подумал над проездами и над дорогами, то есть. Так, ну и вот парковки установил, и детская площадка, и футбольное поле. Следующее. Ну и устройство дренажа как будет находиться в этом дворе. Ага, следующее. И вот существующее озеленение показал и планируемое. Ага. Ну и фонарные столбы, канализационные люки, урны, скамейки. Зал. Следующее. Ну и здесь уже план с размерами идет. И озеленение вот 283 квадратных метра идет, тротуар на 1762 квадратных, асфальтирование 5000 квадратных метров примерно, футбольное поле 450 квадратных метров. Ну и скамейки 8 штук, урны 9 штук и уличные фонари 4 штуки. Ага, ну и вот продумал скамейками, урнами. Следующее. Ну и вот уже визуализация как бы. Ну и все, спасибо. Спасибо, Максим. Есть у нас жители этих дворов? Разрешите добавить? Да, пожалуйста, округ. Ага. Право дорожного округа. Жители, к сожалению, не смогли подойти, да, но вот с Максимом очень активно обсуждали в группе WhatsApp, да, вот все жители этих домов, до сих пор в этой группе состоим, и долго-долго мы вот этот проект очень обсуждали. Только вот он на днях, можно сказать, закончен, потому что были, ну, сколько людей, столько и мнений, для кого-то этот проект не подходил, ну и пришли к единому мнению в окончательном итоге. Да, мнений было очень много, обсуждений по этому проекту. Поэтому Максим очень хорошо постарался. И смета, к сожалению, сейчас еще не готова по этому адресу, потому что я как говорю, что обсуждение было долгим, и только вот закончил. Ну вот сейчас смета сейчас как раз в работе. Сегодня, завтра она приходит. Спасибо. Спасибо. Значит, вот по смете мы поняли, да, к 10 числу к подаче заявок у округа уже будет смета. Да, потому что показатели все посчитаны. Спасибо, Максим. Присаживайся. Следующий проект. У других участников воркшопа есть вопросы? Понравился проект? Мне кажется, такой лаконичный, не очень затратный, да? Скамейки, как вы думаете, понравятся такие жителям? Вот скамейки, они... Он предлагает, смотрите, Максим, покажи это, визуализацию еще. Вот эту, да, вот. Смотрите, он показывает элементы озеленения, которые, смотрите, деревянные, да? В принципе, такие вещи могут сделать сами жители. То есть вот как раз трудовое соучастие, оно в чем заключается? Могут жители же скинуться вот на такие элементы озеленения. Это в том числе и ограждение, и в том числе какой-то элемент озеленения. А скамейки, например, за счет федеральных денег мы действительно сможем сделать. Да, скамейки, кстати, они вот долго тоже обсуждали, они антивандальные. Да. Когда скамейка со спинкой, ее используют неправильно. И еще, смотрите, я обратила внимание, что здесь урн, да, рядом со скамейками, например, сейчас не предлагает Максим. То есть вы наверняка проработали, да, где должны стоять урны. Вот как мы говорили на том воркшопе, важно, что на этой скамейке будут сидеть дети, может быть, мамочки с детьми, да, и очень удобно, когда урна рядом стоит. А урна должна быть на месте, где основное количество человек встал, вышел, там бутылочку выкинул, не знаю, какие-нибудь фантики. Мне кажется, проект очень таким проработан. Спасибо, Максим. Следующий, пожалуйста. Микрон птицефабрика. Подошли? Пока нет, да. Тогда мы переходим к Губинскому округу. По Губинскому округу у нас 2 адреса. Есть ребята с Губинского округа? Губинский, да? Да, пожалуйста. Губинский округ вообще очень активный, как всегда. У них на самом деле заявок достаточно много, и прорабатывают дизайн-проекты сами отдельно. То есть и это и проектировщики, и управляющие компании,
И сам округ активно сам в этом направлении работает. Ну вот в составе воркшопа у нас 2 проекта. Сейчас посмотрим. Данилов Степан, да, студент 4-го курса. Степан, а второй дом кто делает по 202-му? Или у тебя идет и 3-й корпус, 4-й курс? А, все, 2 двора сразу Степан проработал. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Степан, и я разрабатываю эскизный проект по благоустройству дорог на 202 микрорайоне, 3-4 корпуса. 2 минуты, Степан. Вот проблема. Ну, как и у всех, освещение, парковки, проезды, изношенные детские площадки, экскурсии с камней. Тут мы видим парковку и проезд, расширил проезд. Здесь водоотводы и полностью здание. Все эти дренажки, которые здесь показаны, будут стекать вот сюда. Сейчас. Это у нас канализация получается, которая там уже стоит. Ну и все будет стекать туда. Дальше можно. Вот тротуар, фонари и озеленение. Дальше. Вот и ТЭП. Ну, генплан, все расчеты здесь. Если что, можете потом знакомиться. И вот визуализация пошла. Так, из чего предлагается покрытие, Степан? Ты рассказывай давай. Покрытие из дерева и в основном из металла. Получается. Ну, не покрытие, а это каркас. Скамейки сделаны из металла. Вот площадка. Он решил добавить параметрическую архитектуру здесь, потому что тут стоит трансформатор, что ли, вроде такого, там где газ идет. И решил вот, проблему вот таким вот образом. Ну, тоже так дешево выходит, в принципе. И скамейки везде. Много разнообразных скамеек. И все. Да. У вас все, Степан, да? Да, все. В принципе, все. А жить можно вопрос задать? Да, конечно, А вы вопрос, с пожалуйста. жителями встречались этого микрорайона? Да, виделись. И в основном все внимание было на Айсене Николаеве. И в итоге я поговорил только с 2-3 жителями. И все жаловались только на парковки и на проезд. Что значит жаловались на парковки? Нет, как вы Ну, то есть все-таки мы решили останавливаем. вопрос с проездами? Они там предлагали сделать в одну сторону и в другую. Покажите Что, план, есть? Коля. План есть проект? Сейчас. Вот проезд расширил. Здесь получается, где могут проехать 2 машины и парковаться здесь. С этой стороны тоже на метр увеличил, чтобы более свободно было. И все-таки парковки расширились. И их стало больше. Парковки это говорят, а количество машин на место не просчитал? Просчитал, но там у меня технические ошибки. Короче. А детская Да, площадка сюда. здесь где расположена? Вот справа. И спортивная, и детская, все Да, здесь. спортивная, детская площадка. А вот это что за кластер у вас? Вот, первый двор, там по хотению Губинского округа и вот некоторых жителей мне сказали, то, что тут не хватает, сцены, места, где можно посидеть, прогуляться, и что-то вроде аллеи. И вот решил таким образом разнообразить двор. Все, вопрос. Все-таки вот там звучал вопрос, что там, где вот вы расширили, да, у них и так подъезды выходят практически на проезжую часть, то есть, а вы им сделали двухстороннее движение, еще плюс ко всему. А они-то предлагали, чтобы вот как раз проезд отнесли, вот там 5-й корпус, да, стоит, чтобы один из проездов, в одну сторону здесь, а во вторую, чтобы ехали вот там, потому что там есть, во-первых, там не выходят подъезды туда, и можно вот туда отнести. То есть... вот интересно вам все-таки, как реализовывать мы этот проект будем. Может быть, его есть смысл еще доработать до понедельника? Возможно.
Степан, по смете вы отработали? Нет, Пока еще никак. еще нет. Ну, а по параметрам техническим сколько надо там асфальтирования? Вот, Параметры, да, есть да. параметры, да, извиняюсь? Вот здесь. Проезды, например, 746 квадратных метров, парковка. В целом здесь объем работ по устройству проездов не очень большой. Там асфальт есть, да, потому что, собственно, Поэтому здесь, может быть, стоит акцент Такой сделать большой двор, озеленение 124 квадрата. А двор он не к приоритетным относится? Приоритетный. приоритетно. Приоритетный? Да. Тогда надо его, да, действительно уже, и тем более, если приоритетный, у нас вообще таких дворах должно быть. Да, и если здесь скамейки, ну, посмотрите, что вы предложили. Больше, чем вот. Очень дорогая скамейка. Да, дорогая скамейка. Находится рядом стопка. Люди вот как-то, видимо, будут склоняться больше, чтобы не было спинок тоже. Там по асфальту. Так, а вот тот двор покажи, вот, Степан. Вот дворовую часть, дальше чуть. Вот, где детские площадки, там тоже скамейки, ну, такие полукруглые. А здесь территория больше как общественное пространство, я так понимаю. Да. Может быть, вот такие скамейки и Такого двора мало оставить? зелени вообще, они так голые стоят. Ну, это к существующей, так сказать, зелени проведены Степаном Александровичем мероприятия по озеленению дополнительное. Ко всему прочему, что там есть дополнительное. 124 квадрата. Округ, а вы-то сами вот этот проект видели, согласовали его, вас устраивает? Ну, есть какие-то, конечно, доработки. У нас параллельно ведется дополнительные проработки. И с учетом того, что вот и ваших замечаний, замечания жителей, мы дополнительно со Степаном Александровичем встретимся и доработаем. Да, потому что все-таки на комиссию мы должны представить уже готовый дизайн-проект, чтобы не было вот отклонений потом или переделок. Контролировать будет очень сложно. Потому что приоритет у нас направление приоритетное, и мы в этом отношении доработаем. Также и смета будет у нас сделана к понедельнику. Ну, вообще я, Наталья Андреевна, перед началом воркшопа все-таки говорила о том, что Я извиняюсь, что опоздала. Да. мы же впервые такую работу начали. За 2 недели ребята вот показали первые эскизы сегодня. Поэтому понятно, что по этим эскизам, вот по пожеланиям жителей, я прям так и сказала, мы будем принимать те проекты, которые поддержали жители. Если есть вопросы, замечания, вот сейчас, значит, эти эскизы вы уже можете скидывать в WhatsApp-группы, обсуждайте, давайте еще предложения по проездам, по площадкам, по парковкам. Видите, вот уже, например, предложения, ну, люди понимают, что это будут дорогие скамейки, да, значит, вот, Степан, у тебя уже задача переработать, например, да, то есть наши студенты и готовы и дальше прорабатывать эти территории, вот. Я думаю, самим студентам задача поставлена не просто разработать дизайн-проект и забыть о них, да, они будут осуществлять авторский надзор, они будут также мониторить реализацию этих проектов и готовы соучаствовать. Для них это большая практика. Вот. Поэтому... Нет, смотрите, не надо переживать, что 10 числа край. Еще раз, 10 числа вы сдаете все заявки. Основная задача в этих заявках собрание собственников, протокол, да, о том, что вы участвуете в этом проекте. Плюс прикладываете дизайн-проект, смету, вот. Дальше общественная комиссия отбирает, и вот те проекты, которые будут отобраны, те дворы, да, по ним уже пойдет детальная работа. Уточнение смет, уточнение проектов. Поэтому сейчас ваша задача просто сдать заявки. Вот. Давайте мы приступим к следующему двору. Гагаринский округ. Гагаринский округ, ребята. Выходите, кто по Гагаринскому округу работал? Есть? У меня девочка не пришла, но я готова. А вот Так, еще. Семен, ты готов? Ну так, давайте быстрее. Кто еще не готов? Давайте мы тогда пока на промышленный придем. Вы презентацию устанавливаете? Студенты, не тормозите. Промышленный округ есть у нас, ребята? Так, готовитесь, да? Строительный округ. Кто готов тогда? Поднимите руки. У кого здесь презентация уже есть? Пожалуйста, выходите. Да. Давайте мы прям по мере готовности, потому что время идет. Студенты, которые еще презентации здесь установили, давайте устанавливайте. Представляемся, какой округ, какой двор, фамилия, имена. Так, это у нас автодорожный округ, да? Сосарский округ, пожалуйста.
презентацию мы готовили, что? Вышли? Они там где-то еще есть. Всем добрый день. Меня зовут Анна, это Валентина и Аяна. Мы представляем Цесарский округ. У нас 2 проекта, и первый по улице Чайковского. Дома 3. Показывайте. Давайте, девочки, хоть тут. Можно дальше? Вот ситуационный план. У нас 3 дома. Можно назад? У нас 3 дома. Первый дом, номер 3 и 4. По краям стоят гаражи и есть внутренний дворик. И его соединяет внутренняя дорога, то есть проезд. Мы оставили функциональную зону неизменной, то есть у них уже была спортивная площадка. Чуть-чуть подальше возьми микрофон. Подальше, да. У них уже была спортивная площадка и детская тоже была. Дальше, давайте. Можно дальше? Ну, как видите, довольно скучно. И вот у нас зонирование. Поскольку тут дорога была довольно широкая, мы тут поставили стоянки. И подъезды этих 2 домов выходят в разные стороны. И тут тоже довольно просторно. Поэтому жители захотели тоже побольше стоянок. Можно дальше. Общая площадь территории около 14 Девочки, не тысяч. надо зачитывать вот эти показатели. Дальше, Давайте конкретно по проекту. Что вы предложили как архитекторы? Дальше. Какие вот малые архитектурные формы, пожалуйста, расскажите. Тут малые архитектурные формы — это скамейки, уличные фонари и урны мы сделали все в одном стиле и использовали строительные материалы, такие как рейки из лиственницы и бетон монолитный. Дальше. Вот урна стандартного такого размера. Дальше. Там И вот фонари тоже в таком же стиле. И вот уличные фонари, скамейки напоминают под нужным углом форму шарона. Дальше. Вот детские площадки. Детскую площадку мы сделали сами. Вот, в основном из дерева. Покрытие резиновое. Ага. Вот, баскетбольная площадка. Это фонари. А на фонарях что, деревянное эти покрытие? Да, деревянное Да. покрытие. Ну, это же не деревянное. Ну, пойдет. Дерево, оно подвержено. Хорошо, дальше. Да, рассказывайте, девушки. Рассказывайте. Молодцы. Все. А можно вернуться в начало? Вообще, вот столбы есть сейчас во дворе? Освещение? Сейчас можно сейчас пройти туда? Нету. Откуда будете? Мы на самом деле... А? Во внутреннем дворе нет освещения. Да, в таких дворах мы же предлагали предусмотреть фасадное освещение, потому что красивые, не вопрос, их неоткуда будет подключить. И достаточно трудоемкая с установкой опоры, с таким светильником, он не очень отличается от существующих. Возможно, что может быть фасадное освещение здесь предусмотреть. Двор-то такой маленький, компактный достаточно. Просто занимать места. Ну, даже что. Так, а жители есть этих дворов? Нет. Округ Цесарский? Округа нету, да? А вы с жителями общались вообще? Они видели этот Да, проект? да, Они поддерживают вас? поддерживаю. Ну вот по столбам По количеству парковок они работают? По количеству парковок их устраивает такое количество, которое вы предлагаете?
Да. Достаточно много парковок сделали с такой стороны, и с дворовой части тоже есть парковки. То есть в целом, Наталья Анатольевна, я так понимаю, функционально вот как бы планировочное решение их устраивает. А другое дело, что форма архитектурных там самих объектов, это, конечно... Предлагаю убрать все-таки опоры убрать и их перенести на сделать фасадное освещение. Но мне очень понравился элемент на площадке, который они сами разработали. То есть не взяли вот эти стандартные аляпистые, красивые, да, которые нам все предлагаются. Очень понравилось, как оформлена горка. Ну, вот этот элемент. Ну, неплохо, я считаю. Лабиринтик такой славненький. А такую горку могли бы, например, жители как-то своими силами что-то... Да, вот я говорю, то есть, ну реально. Нет. Сами жители-то не поставили. Сами нет. А вот эта вот мини-сцена такая, да? Тоже для наших дворов это не практично. Сидячее место. Совершенно не практично. Это навес сверху? Да, и сколько карбонат. Вот, поэтому, девочки, вы тоже, значит, работаете с жителями обязательно, отправляете эскизные проекты и ждите от них замечаний. Вот уже видите, как жители говорят, да? То есть, например, непрактично в нашем городе, понятно, что... Совершенно здесь ни к чему. А мне, например, хотелось бы обратить внимание вот на установку скамеек. Смотрите, как скучно. 3 скамейки, как-то тоже. Достаточно, мне кажется, не проработанная вот эта часть, и скамейки стоят. Что нам люди будут делать? Как грибочек, да, вот под что-то, да? Что поликарбонатом похоже, да? Ну это грибок, да? Там сидячие места или что? Или Да, мини-сцена? согласен. Или ее можно использовать и как сцену для каких-то мероприятий, или сидячие места? Как вы его обыграли? Так, и что с ней будет весной? Скажите мне, пожалуйста. С огромной кучей снега. Кто ее будет очищать, эту крышу вот эту? Она Все зависит от... она же ровная, плоская. Нет, она под наклоном. Компания или ТСЖ? Ну, неважно. Да может быть даже еще и разные компании. Ничего, абсолютно. У нас разные, ничего собрались. А? Так, девочки, у нас еще один двор, да? Спасибо. Еще один двор, да? Давайте мы еще один двор посмотрим, который проработали наши студенты. Это же группа, да, делала? Ну, молодцы. Вот. Следующий двор — это улица Мирзлотная. Поактивнее, Девочки, пожалуйста, тоже, рассказывай. очень лаконично, кратко давайте рассказывайте. По улице Мерзлотной мы сделали детскую площадку. Ну, улица сама уже со своей темой Мерзлотной, поэтому мы взяли этот образ мамонта. Двор вообще просторный. Покажите, где он. Покажите. Вот вся наша территория, она большая была. Сколько там? 4 дома, да? 4 дома Покажите и все, их, четвертый где? Границу вот 4. Их соединяют. Очень сложная задача стояла перед девочками. Ну, здесь зону можно. Их соединяет такой весь почти сломанный мост. Вот он, кстати, стоит. А по мосту вы что-то предложили? Он у нас приоритетный двор. Девочки, дальше давайте, пожалуйста, листайте. Рассказывайте. Здесь заасфальтировали дороги и тротуары. Есть 3 зоны отдыха, вот, и 3 детских площадки вот здесь, и для собак, для выгула собак есть площадка еще. Также есть еще 2 спортивные площадки. По просьбе жителей расширили футбольную площадку. Те же скамейки. То есть у девочек пока вот авторское предложение, они, естественно, прорабатывали 2 площадки. А можно спросить, зачем мы так в отдалении, во-первых, городского, да, эти дома стоят, их там всего 4, зачем 3 площадки там детские? Может быть, сделать одну было объемную, где это было бы как раз все дети туда именно бы приходили. Или так вот, одну зону обыграть одного возраста, другая зона как минимум другого. день нужно, потому что там мостик есть, и детям